В эфире информационный выпуск Камши и Кушара. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба. В начале выпуска коротко о главных темах. Прошло 15 лет со дня начала пятидневной войны вооруженной агрессии Грузии против народа Южной Осетии. Создана новая общественная организация «Доброволец». На доме, где жил Боча Аджинджел, открыли мемориальную доску. 8 августа в Абхазии и Южной Осетии вспоминают жертв грузинской агрессии 2008 года. Короткая пятидневная война унесла жизни более 1000 ополченцев, воинов-миротворцев, мирных жителей, среди которых были женщины и дети. В ночь с 7 на 8 августа 2008 года на мирный спящий Цхинвал и окрестности города обрушились артиллерийские залпы из установок «Град» грузинской армии, преследовавшей цель превратить республику в чистое поле. В результате было разрушено 745 домов мирных граждан. Более 200 предприятий и организаций разграблены и уничтожены. Погибли и получили ранения сотни ни в чем не повинных людей, в том числе и 72 российских военнослужащих. Несмотря на огромные потери, Южная Осетия, благодаря мужеству ее защитников, не сдалась. Своевременные действия России, осуществившие операцию по принуждению агрессора к миру, помогли предотвратить дальнейшее кровопролитие. Президент Абхазии Аслан Бжаня выразил слова поддержки народу Южной Осетии в связи с 15-й годовщиной грузинской агрессии. Президент отметил, что 15 лет назад руководство Грузии приняло решение сначала уничтожить Республику Южная Осетия, а затем и Абхазию. Аслан Бжаня подчеркнул, что в Абхазии сегодня отдают дань памяти всем жертвам той войны и разделяют с братским юго-осетинским народом боль утраты. Мы выражаем благодарность Российской Федерации за поддержку Республики Абхазия и Республики Южная Осетия в трудные времена. Сегодня сама Российская Федерация столкнулась со сложными вызовами. Мы хотим выразить всестороннюю поддержку руководству страны и российскому народу, отметил президент. В посольстве Южной Осетии в Абхазии почтили память жертв грузинской агрессии 2008-го. Сюда пришли вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель администрации президента Джансух Нанба, секретарь Совета Безопасности Сергей Шамба, министр обороны Владимир Ануа, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, полномочный представитель ПМР Гарри Купалба, депутаты парламента. Репортаж Гугут Савардания. Градом разве стреляют? А у нас что было? Даже против танка у нас ничего не было. Это не была война. Какая же это война? Как прийти в село к людям, где у них их оружие, это лопата и тяпка, как говорится, да? Это было, на самом деле, как они назвали, чистое поле. То есть вот так все смести, чтобы ничего не осталось, чтобы вообще людей не было этой нации. Смести все, не пожалеть ни женщин, ни детей, ни стариков. Одним словом, уничтожить осетинский народ за считанные часы. Такой бесчеловечный приказ дал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили грузинским войскам, которые в ночь на 8 августа начали операцию с говорящим названием «Чистое поле». На мирный Цхинвал обрушились первые артиллерийские залпы из установок «Град». 8 августа 2008 года в мире стало на одну кровавую дату больше. В то время как в Цхинвале горели мирные жители, в Пекине зажигали олимпийский огонь. Ведь в этот же день в столице Китая открылись Олимпийские игры. В прежние века на время проведения Олимпиады останавливались все войны, но президента Грузии такой мировой порядок не устраивал. Однако 7 августа грузинский лидер все же пообещал прекратить огонь. Но разве этим обещаниям можно было верить? Я сейчас согласен на любые переговоры и так далее, и так далее. Короче говоря, расслабились люди. Я решила спокойно поспать. Где-то в 12 часов, как началась стрельба. Это было что-то. Ежегодно 8 августа в Южной Осетии и Абхазии вспоминают жертв той пятидневной войны. В Абхазии в день 15-й годовщины грузинской военной агрессии в Южной Осетии у Абхазского драматического театра имени Самсона Тянба состоялась акция «Свеча памяти», организованная Министерством культуры и Государственным комитетом по делам молодежи и спорту.
Традиционно памятные мероприятия проходят в посольстве Южной Осетии в Абхазии. В этом году в них приняли участие вице-президент Бадра Гунба, руководитель администрации президента Женсух Нанба, премьер-министр Александр Анкваб, секретарь Совбеза Сергей Шамба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, представители Минобороны, общественные и политические деятели. 15 лет прошло с начала тех трагических событий, которые коснулись всего народа Южной Осетии. Несмотря на то, что в тот период шел переговорный процесс, власти Грузии приняли решение военным путем, по сути, осуществив третий геноцид, захватить Республику Южная Осетия. Благодаря храбрости, отваге, стойкости народа Южной Осетии, а также решительным действиям и слаженным действием руководства Российской Федерации, Грузия была принуждена к миру. Мы все прекрасно знаем, что после реализации своих намеченных в Южной Осетии такого рода сценарий готовился и для Абхазии. Мы сегодня вместе с народом Южной Осетии разделяем боль и скорбь. Мы в том числе ощутили на себе все тяготы войны и трагедии, которые сопряжены с войной. Пользуясь случаем, я бы хотел тоже выразить благодарность руководству Российской Федерации, которая в эти дни, в августовские дни, приняла судьбоносные решения для народов Южной Осетии и Абхазии. Сегодня сама Российская Федерация столкнулась с новыми угрозами. Я уверен, что мир на условиях России будет достигнут. Хотим еще раз выразить слова полной поддержки руководству России и народу России. Геноцид, пережитый народом Южной Осетии от рук грузинских националистов, не может быть ничем оправдан. Наш святой долг – почтить память тех, кто отдал свои жизни за мирное небо и независимость народа Южной Осетии. Еще раз хотел бы выразить благодарность руководству и народу Российской Федерации и Республики Абхазия за помощь и поддержку, которая была оказана в 2008 году и которая продолжает оказываться сегодня. От имени руководства Республики Южной Осетии еще раз хочу поблагодарить всех присутствующих за участие, поддержку и солидарность, проявленную вами, народу Южной Осетии, в эти скорбные памятные дни. 8 августа 2008 года очень памятная дата для всех, для нас, не только потому, что она выглядит как 08-08-08, но и как точка отсчета новой вехи в развитии международных отношений, когда окончательно стало понятно, что с новыми нацистами нельзя бороться только словом. Новый нацизм нужно искоренять силой оружия, что было сделано в Южной Осетии и что удалось не допустить тогда в Абхазии. Сейчас и абхазские, и юго-осетинские, и российские военнослужащие делают на Украине. Символично в этом смысле, что именно сейчас наши военнослужащие добивают остатки тех грузинских формирований, которые когда-то напали на мирный Цхинвал и пытались уничтожить осетинский народ. Мы не допустили этого тогда, мы не допустим сейчас этого на Украине. Наши самые глубокие соболезнования тем гражданам Южной Осетии, кто потеряли своих близких, своих родных, своих друзей. Залог наших побед – это союзнические отношения с Южной Осетией и союзнические отношения с Абхазией. До начала военных событий в Южной Осетии Грузия планировала проведение военной операции и в Абхазии. В мае 2008 года над территорией нашей страны участились полеты беспилотных летательных аппаратов. Абхазская сторона неоднократно информировала о нарушениях миссию Организации Объединенных Наций и военных наблюдателей. Депутат парламента Леонид Лакербаев вспоминает о встрече абхазской и грузинской сторон в Стокгольме весной 2008 года. Грузия готова начать войну, мы ее еле-еле сдерживаем.
Значит, если вы рассчитываете на то, что вам помогут какие-то силы, добровольцы, тем более официальная Россия, зря этот расчет, ничего этого не будет. У вас есть шанс, что называется, зацепиться за грузинские предложения и идти навстречу. Вот такой вот был фон перед этим. Затем произошли те события, которые имели место. Я хочу напомнить, что после этих событий, значит, президенты Южной Осетии и Эдуард Кокойты, и наш Сергей Васильевич Багапш были приглашены в Москву, где была предложена такая форма выстраивания конфедерации с Грузией. На что руководители обеих республик ответили категорическим отказом. Потом, как вы знаете, была формула Медведев-Саркози и так далее. Были огромные жертвы в Цхинвале. Я еще один случай не могу не отметить, когда началась эта операция. Значит, одного из тех людей, который является посредником между Абхазией и Грузией, уведомили, что ему надо находиться в Тбилиси, и через 2 часа ему будет представлен важный документ, который он должен будет предоставить руководству Абхазии. То есть фактически расчет шел на то, что через 2 часа мы с Осетией завершим, ну а потом в определенной форме будет предъявлен ультиматум Республики Абхазия. Тогда главнокомандующий вооруженными силами Абхазии Сергей Багапш принял ряд мудрых решений и сделал все, чтобы защитить свой народ. За несколько часов до начала войны в Южной Осетии Сергей Васильевич провел заседание военного совета. Были поставлены конкретные задачи Министерству обороны Абхазии. Обстановка крайне опасная, которая чревата серьезными последствиями. Они уже начались. И то, что происходит сегодня в Южной Осетии, это то, о чем мы предупреждали и мировое сообщество, и наших друзей, что это может быть. Я просто хочу напомнить, насколько ему было тяжело. Внешне, мне кажется, ему было легче противостоять тому нажиму, когда внутри он очень тяжело переживал. Потому что, если вы поднимете материал, обвинения шли чуть ли не в трусости, в измене и так далее, и так далее. Этот человек, поставив во главу угла интересы народа, просто человек, знавший, что такое тысячи и тысячи погибших, и для него тысячи новых погибших, на которых кое-кто настаивал, были недопустимыми. Я считаю, что он принял мудрое решение, и история это подтвердила. История подтвердила, что решение было абсолютно правильным, потому что те бомбардировки, которые имели место в Кадорском ущелье при его освобождении, мы реально не могли бы их осуществить. Там такие выстроены были фортификационные сооружения, что это обрекало бы наш народ и наших бойцов на верную смерть. И Сергей Васильевич, вот его не то что прозорливость, да, вот его умение все-таки ставить высшей целью жизнь каждого гражданина Абхазии, она в данном случае победила. И я считаю, это его огромная заслуга. И я считаю, что очень показательно и очень важно, что если победа была одержана при президенте Ардзинба, то признание было получено при президенте Багапш. Это то, что никто уже у него не отнимет. На тот момент верхняя часть Кадорского ущелья оставалась единственной территорией Абхазии под контролем Грузии. В результате грамотно спланированной военной операции абхазских и российских войск в августе 2008 года Кадор был освобожден. В итоге план захватить Южную Осетию и Абхазию за несколько часов провалился. Более того, следом руководство России приняло решение о признании суверенитетов 2 республик. Кощунственно то, что грузинская сторона утверждает, что напали на Грузию и даже проводит 8 августа траурные акции. Но в сети не кадры сожженного Тбилиси, а сожженного Цхинвала и зверски убитых осетин. Остается лишь надеяться, что международное сообщество даст правильную оценку произошедшему в Южной Осетии в августе 2008 года. Михаил Саакашвили пришел к власти в 2003 году с розами в обеих руках. Он мечтал стать президентом страны, которая уничтожит 2 народа и заберет их земли, станет членом НАТО и войдет в Евросоюз. Ни одна его мечта не сбылась. Абхазы и осетины не сдались, в НАТО и Евросоюз не взяли. А последние годы он мучительно проводит за решеткой. Человек, которого должен судить международный трибунал, он должен сесть там же вместе с государственными преступниками за то, что он уже натворил в Южной Осетии. Кугуца Вардания, Заур Квартия, Абхазское телевидение.
В связи с 15-й годовщиной начала августовской войны в Республике Южная Осетия спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба направил письмо председателю парламента Южной Осетии Алану Албурову, в котором выразил искреннее сочувствие и поддержку всему народу Республики Южная Осетия, пострадавшему во время событий 8 августа 2008 года. Уверены, что наступит время и суд истории даст объективную оценку всем событиям, происходившим на осетинской земле. В отношении лиц, виновных в этом военном преступлении, нет срока давности, говорится в письме Лаши Ашуба. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с комментарием в связи с 15-й годовщиной августовских событий 2008 года на Южном Кавказе. Дипломат напомнила подробности преступной авантюры Грузии и почему Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Говоря о международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье, Захарова подчеркнула, что Россия вместе с Абхазией и Южной Осетией продолжит добиваться достижения договоренности с Грузией в области безопасности. В России по-прежнему убеждены, что достижение цели создания прочной безопасности в регионе возможно только при заключении юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией с другой, а также делимитацией госграниц между ними с их последующей демаркацией, отметила Захарова. Продолжаем выпуск. 8 августа исполнилось бы 55 лет герою Абхазии, добровольцу из Санкт-Петербурга Александру Жуку. Старший лейтенант Жук Александр Александрович с момента появления на Восточном фронте в ноябре 1992 года стал формировать батальон быстрого реагирования. Под его руководством в кратчайшие сроки были организованы оборонительные линии и сооружения, разрабатывался план диверсионно-разведывательных и наступательных операций. В течение 2 суток он готовил Пакуачскую операцию по разгрому противника, в которой сам лично принимал участие. Операция была проведена успешно, без потерь личного состава. В бою за Маркулу 28 февраля он был тяжело ранен, попал в плен. После долгих бесчеловечных пыток и унижений был зверски убит. Тело погибшего было посажено на кол. За мужество и героизм, проявленные при защите Республики Абхазия Александру Жуку, посмертно присвоено звание Героя Абхазии. В Маркулу этого храброго и самоотверженного русского парня привез Герой Абхазии комбат Заур Зарандия. Плен, он раненым попал, у него на ноге была слепая рана. Но его убили там, добили. Его убили мучительной смертью. Экспертизу сделали в Гудаутах, его на будилку посадили. Это было в феврале 27 числа. Поселок надо было освободить. Ну, разведку мы сделали. 2 часа ночи с разведки пришли. Ну, с 2 до 4 мы не учли, что там надо было дозор оставить междувоенные. Они заполнили поселок. Жукова сюда ко мне, говорит. Вот тогда мы поняли, что он в плену. Тогда наши танки были в Человах. Танки пригнали, все, что имели, всех человцев, другой батальон, наш батальон, и пошли в бой освобождать поселок. Мы освободили поселок. И то, что мы вот запомнили больше всего, вот именно вот эти февральские события, которые длилось 3 дня, крупномасштабное наступление, вплоть до рукопашного. Вот. И как-то вот перед началом этой операции как-то вся группа приехала, естественно, их покормили, как-то мы все сидели, и он позвал нас, придумал, как будто у него день рождения. Наверное, он хотел как-то все высказаться. Он рассказывал, как он скучает по родителям. Он рассказывал, откуда я могу знать про младшую сестру, рассказывал, как он скучает, как вот после войны он поедет и увидится с ними. А вот самое главное, что нам запомнилось, он смеялся и говорил, если меня, говорит, возьмут в плен, я, говорит, сделаю вид, как будто я их и все сведения выкачаю и обратно вернусь и абхазцам все выложу. Даже я помню, вот Игорь Акаба, вот с их группы, играл на аккордеоне, они танцевали, пели песни. И он тоже погиб, кстати. Мне казалось, что вот эти ребята, вот последний раз мы видели их. Очерк о герое Абхазии Александре Жуке смотрите в нашей программе 9 августа.
Сотрудники Управления уголовного розыска МВД и Службы госбезопасности совместно с оперативным составом отдела внутренних дел по Галскому району задержали двоих подозреваемых в убийстве гражданина Абхазии и Турции Ханипа Ридвана Инханипа. Гражданин Узбекистана Саломов Атбек Гулумон-Углы и гражданин Азербайджана Ибрагимов Али Илхан-Углы были задержаны 7 августа в городе Гал. В отношении подозреваемых прокуратурой Сухумского района возбуждено уголовное дело. Верховный суд огласил приговор в отношении обвиняемых в убийстве Беслана Дзыба, имевшего место 17 июля 2021 года в Сухуми. Согласно приговору, Игорю Гудале назначено 14 лет в исправительной колонии строгого режима. Аслану Зухба 14 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Гарри Авицба 3 года 4 месяца в исправительной колонии общего режима. В срок содержания Авицба зачтено нахождение его под стражей с 26 ноября 2021 года. В связи с этим Гарри Авицба был освобожден из-под стражи в зале суда. Артуру Гудале назначено условное наказание с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев. Приговор может быть обжалован в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда в течение 15 рабочих дней со дня провозглашения полного текста приговора. В Гагарском районе произошла авария со смертельным исходом. Столкнулись маршрутка и кроссовер. По предварительным данным пострадали 12 человек. Их доставили в больницу. Как сообщил заместитель начальника ПСО по охране Гагарского района Денис Барцыц, 2 человека в тяжелом состоянии, 2 погибли. В торжественной обстановке клятву верности закону и служебному долгу принесли будущие офицеры МВД Абхазии, направленные на учебу в специализированное высшее учебное заведение Министерства внутренних дел России. О том, как прошла церемония, в материале пресс-службы ведомства. Мирно! В торжественной обстановке клятву верности закону и служебному долгу принесли будущие офицеры из Абхазии, направленные на учебу в специализированные высшие учебные заведения МВД России. Принятие присяги для каждого милиционера – серьезный шаг. Это особая ответственность, гражданский долг и вступление в профессию. Товарищ министр, абитуриент Амичба присягу принял. Поздравляю. Есть. Субсад Геларчера Сухьев. Дав клятву служению народу, родине и закону, сотрудник милиции становится полноценным сотрудником органов внутренних дел, и только своими делами он может заслужить себе авторитет, при этом поднять престиж высокого звания сотрудника милиции. Уважаемые абитуриенты, с сегодняшнего дня вы вступаете практически в ряды органов внутренних дел, будете обучаться в вузах Российской Федерации, будете получать соответствующее образование, каждый по своей специальности. Хочу вам сказать, что Родина вас ждет, нам нужны профессиональные кадры, нам нужна новая милиция. Надеюсь, что учебу, которую вы самовольно приняли решение пойти, достойно завершите, получите соответствующие знания, которые сможете применить в Абхазии для наведения правопорядка. Это очень необходимо, что вы все понимаете. И очень хорошо, что такая прекрасная молодежь сегодня идет обучаться во благо обеспечения правопорядка и безопасности нашей Родины. Желаю вам успехов, желаю вам благополучия. Конечно, путь будет нелегкий, но я уверен, что вы все его пройдете достойно. Еще раз поздравляю вас всех. Будьте здоровы. Руководители ведомства, старшие офицеры, наставники, родители и товарищи пришли поздравить курсантов с принятием присяги. Ведь для каждого милиционера это самое знаменательное событие. Вам огромное спасибо родителям, родственникам, которые здесь присутствуют, которые сумели вложить это правильное понимание защиты своей Родины, от интересов нашего государства. Всем огромное спасибо. Желаю вам успехов и благополучия. Всем огромное спасибо педагогам, которые занимались с ребятами. Молодцы, все хорошо. Надеюсь, что они достойно закончат свой вуз и достойно будут представлять нашу страну. В течение 5 лет курсантам предстоит кропотливо осваивать профессиональные знания, приобретать практические навыки, формировать профессионально значимые личностные качества.
Указом президента Аслана Бжаня доктору филологических наук, профессору, академику Академии наук Абхазии Зинаиде Габуня присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Абхазия». Зинаида Габуня удостоена почетного звания за заслуги в научной работе, активную научно-практическую деятельность. Следующим указом Аслана Бжаня за высокое исполнительское мастерство, большой вклад в развитие и пропаганду абхазского хорового искусства. Ведущему певцу Государственной хоровой капеллы Абхазии Райко Шакая присвоено почетное звание «Народный артист Республики Абхазия». Он свою жизнь посвятил народу. На доме, где жил искусствовед, общественный деятель, журналист Боча Аджинджел открыли мемориальную доску. На мероприятии присутствовала вдова Боча Аджинджел Нина Борисова, представители столичной администрации, научной и творческой интеллигенции, общественность. Боча Аджинджел – кавалер ордена Ахтзапша 3-й степени, член Союза журналистов России и Абхазии, Ассоциации писателей Республики Абхазия, Ассоциации искусствоведов, Союза художников Абхазии, заслуженный работник культуры Республики Абхазия, академик Петровской академии наук и искусств, член Союза писателей, многонациональный Санкт-Петербург, почетный председатель Санкт-Петербургского абхазского общества АПСНА. Был активным участником национально-освободительного движения Абхазии с 1967 года. Он действительно легендарный человек. С Бочей я был знаком еще, когда он работал в Советской Армии. Затем мы часто, как Николай знает, я в год, почему-то у меня жизнь так сложилась, что я пожизненно связан с Петербургом, потому что учился там. У меня и родственники там есть, но я никому не звонил. Я только мог позвонить Боче. Был такой испанский известный философ Ортего и Гассет. Ну, в Испании, вы знаете, конца не было революции, гражданской войны. Он взял и уехал за рубеж. И в конце вернулся глубоко больным. И спросили у него, что у вас болит? И он сказал, я болен Испанией. То есть Боча всю жизнь болел, если его душа болит, то она больна была только Абхазией и народом абхазским. Я редко таких людей встречал. Он был хорошим мужем, он был хорошим отцом и дедом. Поэтому все его помнят, все его знают. И очень рада, что вы так много слова хорошего сказали, что вот я думаю, что его не забудут. Хоть какую-то долю в развитии Абхазии он все-таки внес. Сейчас, значит, мы переиздали его книгу «Ампар». Это еще было год назад. Сейчас в разработке идет 3-я книга, которую он не успел ее издать. Она была почти готова. И я думаю, через годик эта книга выйдет. То есть будет эта 3-я книга по Чачбе. Есть у него много рукописей, есть очень много стихов. Вот то, что стихи я вам отдала, это вышли в день его смерти. Он ее не видел. Поэтому спасибо вам за все. Союз ветеранов и волонтеров, добровольцев Крыма, Донбасса, участников СВО, войн и военных конфликтов «Доброволец». Так называется общественная организация, презентация которой прошла в Сухуми. Возглавил организацию Вадим Мироненко. О целях и задачах нового союза в репортаже Шазины Ханагуа. В начале презентации ее участники минутой молчания почтили память погибших в пятидневной войне августа 2008 года в Южной Осетии. Далее перешли к основной части мероприятия. Председатель общественной организации Вадим Мироненко рассказал об идее создания нового союза. Он отметил, что организация по факту была зарегистрирована еще 12 июня, в День России. У нас раньше был и есть единый штаб помощи Донбассу, вот уже 10 лет. Было представительство Донецкой Народной Республики, на базе казачества она у нас открывалась. Сегодня его нет, потому что Донецкая Народная Республика вошла в состав Российской Федерации и находится под юрисдикцией Российской Федерации. Мы создали общественную организацию. Теперь есть печать, есть устав, есть название организации, которая будет действовать дальше и до войны, и после войны, и во время войны мы будем работать. То есть останавливаться не собираемся. Вот. Это не означает, что
казачья организация, там, фонд развития взаимоотношений перестанут работать. Они как работали, так и будут продолжать работать дальше. Цели общественной организации – объединение и сплочение добровольцев, волонтеров и ветеранов, оказание различных видов помощи ветеранам и их семьям, реализация прав и свобод добровольцев и ветеранов, проведение социально значимых мероприятий, в том числе историко-культурных, военно-патриотических и иных, связанных с войнами, локальными конфликтами и волонтерством. Культурно-массовая спортивная деятельность, решение гуманитарных вопросов, сбор и отправка гуманитарной помощи нуждающимся в зонах боевых действий, а также нуждающимся в Республике Абхазия и иных государствах и регионах, осуществление деятельности по увековечиванию памяти погибших добровольцев и волонтеров, военно-патриотическое и историко-культурное воспитание молодежи, сохранение объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, укрепление историко-культурных связей с Российской Федерацией, развитие дружбы и сотрудничества, поддержание мира и согласия между народами Российской Федерации и Республики Абхазия. Роман Рязанцев подчеркнул, что к основным видам работы организации относятся благотворительная деятельность, сбор, отправка и доставка гуманитарной помощи, проведение кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию различных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований. От лица главы Республики Крым Сергея Аксенова с образованием общественной организации «Доброволец» собравшихся поздравил советник главы Республики Крым Александр Синявский. Сейчас очень видно, как Российская Федерация и братские республики, такие как Осетия и Абхазия, одной силой выступают против этого вражеского, фашистского машины. Вот. Народ сплочается. Мусульмане общаемся нормально, христиане, люди там других национальностей, там северных приезжают. Знаете, все идем друг другу навстречу, все помогаем. Вот. Никаких у нас там нету межнациональных вопросов, никаких нету, взаимопомощь полная. Участники презентации отмечали важность создания общественной организации в такое непростое время. Все вот эти союзы, не только этот союз, да, и все вот эти организации, что российские, что Донбасс, ЛНР, Абхазия и так далее, Осетия, все вот эти организации, они работают, они будут работать, они должны работать во благо мира, жизни, процветания на нашей земле. Наша земля – это бывший Советский Союз, наша земля – это и Россия, и Донбасс, и Абхазия, и Осетия. Общественная палата поддерживает, мы поддерживаем. И будем поддерживать. И хочу сказать вам тоже большое спасибо. И на самом деле в Абхазии тоже были, вот уже сколько лет продолжается, там в Абхазии было год слишком, и мы знаем, как тяжело. И мы знаем там детям, старикам, вот, да, как тяжело им. Мы просто сидеть и ничего не делать, смотреть этого не сможем. В завершении презентации были вручены грамоты Комитета по делам инвалидов и ветеранов войны ДНР неравнодушным гражданам и представителям бизнес-структур за оказанную благотворительную помощь ветеранам, инвалидам и их семьям. Шазина Ханагуа, Михаил Братухин, Аляс Амичба, Абхазское телевидение. Россотрудничество объявляет дополнительный набор абитуриентов для зачисления в вузы Российской Федерации на новый учебный год. Дополнительные квоты выделены на следующие специальности: летная эксплуатация летательных аппаратов, аэронавигация, эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов, машиностроение, строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, архитектура, строительство, электроэнергетика и электротехника, экономика, менеджмент, юриспруденция, туризм, психология. Подать заявление можно онлайн на сайте educationinrussia.com до 11 августа включительно. В завершении выпуска на погоде. По сообщению Гидромедцентра, в среду 9 августа на территории Абхазии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 19-24, днем 28-33. Температура морской воды плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.